Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Ордена Ахтзапша выдающимся деятелям страны. Президент вручил государственные награды. 1 миллиард 190 миллионов рублей на реализацию проектов. Пресс-конференция об итогах программы льготного кредитования. Современное образование. Актуальные вопросы и достижения. Конференция в Агу. Сегодня президент Рауль Хаджимба вручил государственные награды кавалерам ордена Ахтзапша, выдающимся деятелям Абхазии. Торжественная церемония прошла в администрации главы государства. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил 23 государственные награды кавалерам ордена Ахтзапша, выдающимся деятелям страны, чьи достижения и успехи являются серьезным вкладом в развитие государства. Это достойные представители научной, социально-экономической и общественно-политической сферы, сельского хозяйства, энергетики, спорта, экологии, культуры и искусства. Об этом сказал глава государства, поздравляя награжденных. Сегодня мы чествуем достойных представителей научной, социальной, экономической и общественно-политической сферы, сельского хозяйства, энергетики, спорта, экологии, культуры и искусства. Результаты вашего неутомимого и плодотворного труда имеют большую общественную и государственную значимость, а вы сами служите примером высокого профессионализма, трепетного и ответственного отношения к избранному поприщу. Своими добрыми деяниями вы воодушевляете тех, кто вас окружает. И самое главное, являетесь верным ориентиром для подрастающих поколений. На таких примерах и вырастает молодежь, которая понимает, что для серьезных достижений нужно немало трудиться, и что даже став профессионалом, нужно постоянно совершенствоваться. Ваши жизненные и профессиональные пути ярко и убедительно свидетельствуют о том, что вы неустанно, с большим желанием и при любых обстоятельствах продолжаете заниматься любимым делом, снискав тем самым уважение коллег и общества в целом. Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за вашу плодотворную деятельность и пожелать вам крепкого здоровья, всего самого доброго. Глава государства вручил ордена Ахтзапша честь и слава третьей степени Юрию Адзенба, Леониду Ардзенба, Акакию Базба и Родиону Бигвава, Зауру Будба, Вячеславу Габрава, Льву Гурджуа, Роману Дбар, Марине Делба, Анатолию Джинджоле, Анзору Кортуа, Михаилу Ладария, Наталье Мархоле, Гиве Мика, Виктору Полторакову, Татьяне Рогачевой, Данилу Убирия, Лили Хагба, Антонине Хашба, Леониду Черкезия, Марине Шанава. Шалва Цвижба награжден орденом Ахтзапша честь и слава третьей степени посмертно. Лили Бганба за значительный вклад в укрепление и развитие финансовой системы Республики Абхазия, долголетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм награждена орденом Ахтзапша честь и слава второй степени. Кавалеры ордена Ахтзапша поблагодарили главу государства. В частности, заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Данил Убирия подчеркнул, что воспринимает эту награду как аванс. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, товарищи, друзья, думаю, что я выскажу то, что вы хотели бы каждый из вас высказать. Спасибо огромное за оценку, такую высочайшую оценку нашего вклада во имя процветания нашего государства. Спасибо всем, кто со мной работает, вместе со мной делает работу, за которую, значит, я удостоен такую награду. Хочу сказать, что я эту награду воспринимаю как аванс. Буду служить нашей отчизне абсна до конца своей жизни. Директор Института экологии Академии наук страны Роман Дбар награжден орденом Ахтзапша третьей степени за вклад в развитие и популяризацию экологии и охраны окружающей среды в республике. Роман Дбар отметил, что, безусловно, получать столь высокие награды очень приятно. Роман Дбар убежден, что эта награда не его личная заслуга, а всей команды института. Этой наградой отмечается вклад большого коллектива. На протяжении многих лет
тот круг людей, с которыми я работаю, который занимается экологией, добились заметных результатов. Это и научная деятельность. И сегодня получают и награду. Я, в принципе, думаю о том, что это и отметка того нового дела, которое сегодня делает коллектив Института экологии. И уже по сложившейся традиции, после завершения официальной части мероприятия, общая фотография с президентом. Рената Шакая, Роберт Ломия, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. В самом крупном в Европе агрокластере Food City теперь есть торговый дом Абхазии. В оптовом продовольственном комплексе, в котором будет представлена сельскохозяйственная продукция из нашей страны, состоялась торжественная церемония открытия. Из Абхазии на презентацию в Москву приехала довольно внушительная делегация министра экономики, сельского хозяйства, иностранных дел, здравоохранения. В мероприятии принял участие посол Абхазии в России Игорь Ахва. Организаторами выступили торговое представительство Абхазии в России и Международный культурно-деловой центр Абхазии. Репортаж из Москвы, Низ Фершба. Открытие демонстрационной площадки для абхазских производителей в Москве – это тот самый случай, когда встречи и переговоры работают на результат. Всего несколько месяцев назад на полях Международного агропромышленного форума «Золотая осень-2017» торговое представительство Абхазии в России и Союз предпринимателей Евразийской экономической зоны подписали соглашение о сотрудничестве. И оно, в частности, предполагало открытие здесь, в Food City, торгового дома Абхазия. Это событие стало официальным стартом масштабного проекта по созданию торгового дома Абхазии в Москве, подготовленного специалистами торгового представительства Абхазии в России и Международного культурно-делового центра Абхазии. Его цель – вовлечение нашей республики в производственное, торговое и инвестиционное пространство стран, входящих в Евразийский союз. Год назад на очередном российско-абхазском экономическом форуме в Сухуме мы анонсировали создание торгового дома Абхазии. Началась кропотливая, целенаправленная работа, в которой были задействованы Евразийский деловой союз, торговое представительство Республики Абхазия в Российской Федерации и Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Я не могу сказать, что это был очень легкий и комфортный процесс, потому что необходимо было решать массу вопросов во всей их совокупности. Это и организационные вопросы, и финансовые. После подписания в октябре этого года на площадке «Золотой осени» соглашение с Евразийским деловым союзом, работа пошла быстрее. Мы воспользовались помощью, которую оказала дружественная нам компания «Агросервис». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших деловых партнеров из этой компании. И мы смогли в короткие сроки развернуть здесь достаточно респектабельную и амбициозную площадку. Соседство здесь очень даже серьезное. Торговый дом Абхазии расположился в непосредственной близости от демонстрационной площадки Москвы, Китая, Индии, Турции, Мексики. Всех и не перечислишь. В Food City расположились десятки представительских домов самых разных стран мира. Торжественная церемония открытия торгового дома Абхазии собрала в Food City много гостей. Здесь ряд министров, депутаты парламента, посол Абхазии в России, руководитель московской абхазской диаспоры, генеральный директор Евразийского делового союза. Это будет площадка, которая позволит нашим сельхозпроизводителям реализовывать здесь свою экологически чистую и качественную продукцию. Наша идея заключалась в том, чтобы убрать из процесса от производства продукции на территории Абхазии и до реализации на российских и любых других дружественных нам рынках, убрать из этой цепочки, из этого пути, убрать всевозможных посредников и все те препоны, которые мешают доставке и реализации нашей продукции. Я убежден, что для небольшой страны, каковой является Абхазия, крайне важно принимать правильные, выверенные, экспертно обоснованные решения, в том числе и в аграрной отрасли. И это может дать уже эффект в краткосрочной перспективе. Это именно торговый дом, а не магазин какого-то конкретного поставщика. Здесь будут представлены абхазские товары. Совсем не важно, в каком количестве они производятся. Тут самое главное – качество. Торговый дом непосредственно торговлей заниматься не будет.
Это то место, куда будет стекаться вся информация о производителях и потенциальных покупателях. На площадке, на которой мы присутствуем, на данный момент есть представительство 50 стран и регионов. В перспективе это количество будет увеличено до 120-130, как заявляют организаторы. Здесь будет электронная биржа с базой данных, в которой будут занесены все производители, весь перечень товаров, которые они производят. И, соответственно, удобнее место для того, чтобы представлять производимую продукцию и продавать ее, просто найти было нельзя. И поэтому мы здесь присутствуем, поэтому было принято решение создавать торговый дом «Абхазия» именно здесь. Ассортимент продукции будет очень разнообразен. Это привычные для российского рынка фрукты, мед, аджика, сыцбал, алкогольные напитки, а также национальный специалитет нашей страны. Фуд-Сити – это крупнейший агрокластер, но он еще знаменит и тем, что это точка. Точка, в которой сошлись спрос и предложение. Огромные обороты. И в то время, когда мы вели переговоры об открытии торгового дома «Абхазия», мы встречали здесь представителей с различных стран, которых очень высоко развит аграрный бизнес и крупнейшие аграрные холдинги. Хотелось бы привести пример про мандарины. Мы встречали здесь мандарины из Китая, Израиля, Хорватии, Бразилии. И, конечно, принц всех мандаринов – это абхазский мандарин. Все дело в том, чтобы быть ближе к потребителю, нам просто был необходим здесь создание торгового дома. Первый российский агрокластер «Фуд-Сити» открылся в начале сентября 2014 года. Оптовый продовольственный комплекс изначально строился по аналогии с лучшими мировыми центрами, такими как французский «Ранжис», испанский «Мерка», немецкий «Берлин-Маркт». «Фуд-Сити» сумел их превзойти и стал по праву считаться самым крупным не только в России, но и во всей Европе. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Итоги работы Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики за год были подведены сегодня на пресс-конференции, которую провели для журналистов исполняющий обязанности директора инвестагентства Симон Агарба, заместителя министра экономики Батал Тарба и Заургуля. Ирина Аршба расскажет подробности. В 2014 году в Абхазии вступил в силу закон об инвестиционной деятельности. Согласно новому закону, все положения инвестиционной деятельности одинаково распространяются как на национальных, так и на иностранных инвесторов в равной мере. Возникла необходимость создания учреждения при Минэкономике, которое сконцентрировало бы свое внимание на реализации положений закона. Именно таким учреждением стало Государственное инвестагентство. На момент принятия закона было очевидно, что необходимо создание учреждение, которое смогло бы сконцентрировать в своих руках и стать оператором реализации положений этого закона, вот что привело к тому, что у нас появилось Государственное инвестиционное агентство, которое уже, в принципе, много шагов к реализации закона предприняло, но еще и большой пласт работы впереди. И постепенно, шаг за шагом, эта работа наполняется, она производится. Программа льготного кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии российскими банками была начата в 2015 году. В рамках этой программы в экономику Абхазии уже инвестировано более 1 миллиарда рублей. Еще 250 миллионов ждут своих кредиторов. На сегодняшний день 3 российских банка являются постоянными партнерами инвестагентства и предоставляют кредит абхазским предпринимателям по льготной ставке 10%. По проекту льготного кредитования были профинансированы 10 инвестиционных проектов. И 4 из этих проектов сегодня уже запустились, 4 из этих проектов находятся на стадии строительства, и 2 проекта ждут финансирования на сегодняшний день. Мы, как инвестагентство, участвовали в организационном вопросе получения этого кредитования. Мы вели работу с банками, а это было 3 российских банка больших. Мы вели работу с инициаторами абхазскими. Мы до сих пор занимаемся сбором фотоотчета, до сих пор занимаемся сбором устного отчета о том, что происходит на проекте, то есть как продолжается проект, как развивается проект, до сих пор принимаем это во внимание и передаем это все банку.
Среди реализованных успешных проектов завод по производству джема в Абхазские сады. 80 тысяч банок продукции уже отправлены на экспорт, еще 40 тысяч будут отправлены 25 декабря. Фирма «Зодиак» запустила пекарню и открыла магазин. Запущен тепличный комплекс «Гагра», а также агропромышленное предприятие «АМК». В результате в республике появилось 134 новых рабочих мест. Кроме того, после реализации других проектов появится еще 170. Выплаты по налогам в бюджет страны составят порядка 250 миллионов рублей в течение 10 лет. В рамках программы льготного кредитования восстановлен и запущен Сухумский молочный завод. Впервые у нас в министерстве совместно с инвестагентством был применен принцип так называемого проектного управления, когда была создана определенная команда оперативная. И по таким современным методикам, технологиям мы пошли, начиная с отбора подрядчиков, с конкурсов, с тем, как оценивались какие-то определенные результаты. За 3-4 месяца проделали работу по полной реанимации Сухумского молочного завода. Там были технические, технологические решения, новые применены маркетинговые инструменты. Предприятие развивается, и на самом деле здесь вот та методика и тот опыт, который наша команда получила при запуске этого предприятия, мы планируем в дальнейшем использовать. В этом году инвестагентство запустило свой сайт, на котором любой желающий может ознакомиться с условиями и правилами оформления заявки на получение кредита. Также предприниматели-экспортеры, сталкивающиеся с различными проблемами при вывозе продукции, могут получить здесь помощь. Все, что беспокоит, все, что не дает свободно развиваться экспортно ориентированным предприятиям, мы такую информацию получили. Понятно, что фронт работы большой, колоссально большой, но постепенно отрабатываются эти вопросы. Где-то уже есть положительные подвижки, где-то вопросы уже какие-то решены, где-то работа только начинается. И для того, чтобы был опять-таки единый оператор во всех этих взаимоотношениях, инвестиционное агентство будет погружаться в эту работу со следующего года, возьмет на себя сопровождение экспорта ориентированной продукции, проблем, связанных с ее вывозом и размещением на внешних рынках. И инвестагентство будет заниматься этим кругом вопросов. Касаясь вопроса о перспективе возникновения национальной криптовалюты, Батал Тарба отметил, что агентство не могло пройти мимо такой темы, которая сегодня актуальна во всем мире. На сегодняшний день не принято никаких решений. Мы изучаем разные варианты, формируем проект, который будет соответствовать нашим реалиям, подчеркнул замминистра. И как министерство не могли пройти мимо такой интересной темы, которая есть в мире. Это сегодня, наверное, на повестке у большинства стран блокчейн, криптовалюты и тому подобные вещи. Но единственное, что хотелось бы отметить, что сейчас какие-то спекуляции почему-то в соцсетях там происходят по этому проекту. На сегодняшний день каких-то конкретных решений еще не принято. Мы изучаем разные варианты, от очень-очень консервативных, аккуратных до очень-очень смелых, которые позволят нам в перспективе очень хороших добиться результатов. Но естественно, что все эти решения будут приниматься, в том числе и главой государства в первую очередь. И как только они будут приняты, естественно, что общественность и пресса об этом узнают. Программа льготного кредитования себя оправдала. Есть положительные результаты. Сейчас идут переговоры с представителями российских банков об ее продлении. Речь идет о дополнительных 3 миллиардах рублей, которые, возможно, будут предоставлены абхазским предпринимателям по льготным ставкам. Ирина Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба прошел вечер памяти Амирана Берзения. За боевые заслуги в Отечественной войне народа Абхазии Амиран Берзения был награжден орденом Леона. В мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба, родные и близкие Амирана Берзения, его друзья и однополчане. Репортаж на Алыкове. Перед началом вечера памяти у стенда с фотографиями знаменитого командира 2-го Верхнеэшерского батальона, воевавшего на 2 фронтах, западном и восточном, в Отечественной войне народа Абхазии Амирана Берзения, собрались его боевые друзья. Семейные фотографии большой семьи Берзения, в которой Амиран был самым старшим из 10 детей, молодые годы, военный период его биографии. Здесь же его личный автомат и орден Леона. Это был довольно-таки очень в наше время вообще очень порядочный человек. Это человек, который прошел всю войну, даже послевоенное время, он не снимал формы. Вот тут есть одна фотография в форме таможенника. Всю свою жизнь он был в военной форме. Как командир
Да такие личности, он вот комбат, вот есть вот группа Любэ поет, Батяня комбат, он был на самом деле как Батяня. Он был очень терпеливый. На вечере выступали близкие и друзья героя. Они говорили об Амиране Берзене как о достойном сыне своего народа, для которого Апсура и Аламос были неотъемлемой частью жизни. Он был истинным комбатом, говорят они, бесстрашным командиром и преданным другом. Были также зачитаны стихи в его честь. Родные сестры Амирана, известный в нашей стране дуэт, сестры Берзеня, исполнили песню. Также были показаны кадры из военного архива. Мы в 2 часа придем или в 3 часа придем, в любом случае мы пойдем. Идея организовать подобный вечер возникла давно, поделилась с нами сестра Амирана Мзия. И вот в год его 55-летия семья собралась силами. Мзия вспоминает старшего брата с болью в глазах. «Он был мне другом», говорит она. Для меня он брат, прежде всего. Для меня он друг. Мы с ним были близки. Он был старше меня на 2 года. Но мы были друзьями. И у нас очень много было общего. Открыто всегда обсуждали любые темы, не было у нас с ним секретов. Герой, ну, может быть, для друзей, для Абхазии, но прежде всего он брат, он друг. Сын Амирана Валерий признается, что гордится отцом. Ему было 7 лет, когда он погиб. Но в памяти сына Амиран остается справедливым и любящим. Этот год получался юбилейный, ему было 55 лет, было бы. И так получилось, что семья тоже решила. Очень много людей его знают, очень. И до сих пор, когда, не знаю, видят, они говорят, вот ты Амирана сын. И решили сделать такой вечер еще в таком месте. И как отца, так, знаете, не очень хорошо его помню. Потому что мне было 7 лет, когда он погиб. И, благодаря хронике я как бы выучил его заново, посмотрел на него с другой стороны. Погиб Амиран Берзеня в 2001 году, попав в автокатастрофу по дороге в Гал, куда он направлялся по долгу службы. У Амирана Берзеня растут 2 замечательных сыновей, которые так же, как и их отец, при необходимости встанут на защиту Родины. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Главы Министерства образования и науки Абхазии и России подписали соглашение о взаимном признании образования и квалификации. Церемония подписания состоялась накануне в Москве. С абхазской стороны документ подписала Дгурка Коба, с российской Ольга Васильева. Соглашение направлено в том числе на обеспечение принятия соответствующих документов на территории другого государства без проведения процедур их легализации. Оно дает возможность расширения академической мобильности студентов и преподавателей Абхазии. Основной преференцией для наших родителей и учащихся в подписании соглашения, конечно же, является то, что им не придется платить за нострификацию. То есть теперь нострификация и легализация документов будет отсутствовать. Для системы образования в целом это будет способствовать интернационализации образования. Это является процессом к различным формам взаимодействия, международного взаимодействия. В Абхазском государственном университете прошла научно-практическая конференция «Современное образование. Актуальные вопросы и достижения». Мероприятие посвящено 90-летию первого доктора педагогических наук Бориса Тарба, а также 60-летию педагогического факультета.
Научно-практическая конференция «Современное образование. Актуальные вопросы и достижения» собрала многих педагогов русского языка и литературы нашей страны. Педагоги обсуждали особенности современных школьных учебников русского языка, социологические проблемы спорта, актуальные проблемы обучения русскому языку как неродному в современных условиях образования и другие темы. Для самих учителей подобного рода конференции очень важны. В первую очередь появляется возможность обмена опытом, говорят они. Такие конференции, конечно, важны в нашей жизни преподавательской, потому что у нас сегодня доклады, которые можно связать с деятельностью Бориса Тарба. Хотим обязательно найти общий язык с лекторами и поменяться опытом воспитания детей, школьников и дать им хороших студентов, которые бы продолжили свои знания в стенах университета. На конференции много теплых слов было сказано в адрес первого абхаза, доктора педагогических наук Бориса Тарба. Друзья и коллеги отмечали его как человека, который многое сделал для развития образования в Абхазии. Окончив Сухумский педагогический институт по специальности русский язык и литература, Борис Тарба начинает работать в школе. Позже по семейным обстоятельствам ему пришлось уйти из профессии. Через некоторое время после его возвращения в школу коллеги начали замечать, что он подходит к работе творчески, делает большие успехи в области обучения русскому языку. Бориса Тарба назначили председателем методического совета Гудаутского районного отдела народного образования. Позже он становится главным внештатным специалистом по русскому языку для школ Абхазии. Борис Григорьевич был очень теплым, добрым, коммуникабельным человеком. По большому счету он сыграл огромную роль в становлении Абхазской советской национальной школы 60-х годов 20 века. Он первый среди абхазцев защитил кандидатскую и докторскую диссертации по методике преподавания русского языка в абхазской школе. К сожалению, по данной проблеме и сегодня никто из наших ученых, педагогов не достиг такого высокого профессионального уровня. 60 лет назад был создан педагогический факультет, и это еще одна тема сегодняшней конференции. Факультет был образован в 1957 году на базе педагогического училища. В разное время здесь работали известные доктора наук и профессора. Сегодня на факультете обучаются около 600 студентов по очной и заочной формам. Свои знания им передают более 70 преподавателей, 27 из которых имеют ученые степени и звания. Это очень знаковое событие в системе образования, потому что это наша история, это история нашей науки. Такие конференции очень важны для обмена опытом. Учителя выступают со своим опытом, наши научные работники выступают со своим опытом. Это большое значение имеет для нашей науки. После пленарного заседания работа конференции «Современное образование. Актуальные вопросы и достижения» продолжилась в двух секциях. Учителя школы, профессора зачитывали и обсуждали доклады. Цария Смырлёна Адлиба, Абхазское телевидение. Союз журналистов Абхазии организовал в Агу встречу студентов с политическим деятелем, членом Общественной палаты Абхазии Сократом Джинджолия. На встрече выступающие отмечали заслуги Сократа Джинджолия перед Родиной, который в самые тяжелые для Абхазии годы неизменно защищал интересы своей страны. Встреча студентов с общественным и политическим деятелем прошла в теплой обстановке. Сократ Рачевич Джинджолия – это один из ярчайших политиков современности нашей Абхазии. Начиная с 1978 года, это национально-освободительное движение Абхазии, до сегодняшнего дня он пока в строю, в политике. Он во время войны один из тех, кто вел переговорный процесс. Ему доверил лидер национально-освободительного движения Владислав Григорьевич Арзенба, председатель Верховного Совета Республики, эту нишу. И он с честью и достоинством, конечно, вел все переговорные процессы во время войны и после войны.
Экзаменационная комиссия судей Республики Абхазия сообщает, что квалификационный экзамен на должность судьи состоится 16 февраля 2018 года в 11 часов в здании Верховного суда Абхазии. Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать заявление в экзаменационную комиссию судей. Но сейчас по традиции информация о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 7-12 тепла. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.